Когда это безумие в Таджикистане закончится? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, кто стал новой жертвой нашего правительства и что так ошарашило всех родственников жертвы. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Прокурор потребовал 7,5 лет лишения свободы для журналиста Завкибека Сайдамини. Сам Завкибек во время своего последнего слова не признал себя виновным. Судебный процесс над ним состоялся 3 ноября в Душанбинском СИЗО. В отличие от других заседаний, впервые его близкие, мать, жена и брат, получили возможность участвовать в суде. В своем последнем слове Завкибек Сайдамини заявил, что на предыдущих судебных процессах судья и адвокат не приняли во внимание приведенные им факты, и он не согласен с обвинениями прокурора. Он также сказал, что готовил и транслировал телепрограмму по предотвращению вовлечения молодежи в запрещенные партии и движения, особенно участие таджикской молодежи в сирийско-иракских войнах и ИГИЛ, и большинство из них были эффективными. Он также добавил, что хотя ему и поступали угрозы от неизвестных за эти программы, он продолжал свою работу и старался внести свой вклад в предотвращение этого нежелательного явления. Уверен, что мои программы сработали. Благодаря им, возможно, многие молодые люди, которые планировали участвовать или по незнанию хотели поехать на войну в Сирию и Ирак, свернули с дороги. Я всегда старался служить своему народу и стране, никогда не был экстремистом и не являюсь им, сказал Завкибек Сайдамини. Как вы относитесь к этому журналисту и видели ли его передачи? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Он также напомнил о подготовленных им и опубликованных в социальных сетях передачах в связи с пограничным конфликтом между Таджикистаном и Кыргызстаном и сказал, что в них пытался отстаивать интересы Таджикистана. Он добавил, что коллеги переводили и публиковали его программы на русском и английском языках, что еще раз свидетельствует о защите и служении им родине. Он выразил благодарность средствам массовой информации и коллегам, которые следили за его делом и освещали о нем. После последнего слова Завкибека Сайдамини суд ушел в совещательную комнату. Возможно, приговор уже к концу дня войдет в силу. Адвокат Завкибека не общается со СМИ. Завкибек Сайдамини обвиняется в сотрудничестве с запрещенной партией Исламского Возрождения и группой 24. Журналист ранее не раз подчеркивал, что не имеет отношения ни к какой организации, партии или группе и не сотрудничает с ними. Обе запрещенные организации также отрицают какое-либо сотрудничество с журналистом. Завкибек Сайдамини был задержан сотрудниками милиции города Багдад 8 июля этого года, после чего доставлен в изолятор временного содержания города Душанбе. В суд дело направили в середине сентября. Ранее Хабиса Айтимова, мать Завкибека, сообщила, что уже 3 месяца ей не дают свидания с сыном в СИЗО, и она не знает, в каких условиях он содержится. Завкибек много лет работал в независимых изданиях и на Первом канале государственного телевидения Таджикистана. Однако известность ему принесли критические публикации на злободневные темы в социальных сетях. Он также неоднократно готовил репортажи из конфликтной зоны на границе с Кыргызстаном. В 2020 году Завкибек Сайдамини выдвинул свою кандидатуру в депутаты на выборах в Нижнюю палату парламента Таджикистана. Однако избирательный округ в Файзабадском районе отказал ему в регистрации, ссылаясь на якобы обнаруженную фальсификацию подписей в подписном листе кандидата. В последние годы он занимался предпринимательством и благотворительностью. Как вы относитесь к такой ситуации, к тому, что в Таджикистане бросают за решетку уже истинных патриотов своей страны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!